Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Эльвира Фазлиева. Испорченный отдых. Подсудимая просто водила за нос. Какое наказание получила бывшая сотрудница турфирмы? Молниеносный удар. Мы стояли на балконе, и было видно вспышка. Сгорела квартира в центре города. Осталась без денег. Молодой человек вырвал кошелек, в котором находилось порядка 95 тысяч рублей, и убежал. Как обманули пожилую женщину. Это и не только в ближайшие 10 минут. Молниеносный удар. Пожар произошел минувшим вечером в одной из квартир многоэтажного дома по улице Татарстан. Самих жильцов в тот момент дома не было, а возгорание в экстренные службы спасения сообщили соседи. Именно они стали свидетелями того, как их в дом ударила молния. Мы стояли на балконе, и было видно вспышка. Сария Абдрахмановна убеждена, именно грозовой разряд послужил причиной пожара, произошедшего в многоэтажном доме на улице Татарстан. Там на 7-м этаже дотла сгорела трехкомнатная квартира. Местная жительница отмечает, жара, стоявшая в последние дни в городе, изрядно утомила. Поэтому в непогоду она и сама, и многие ее соседи поспешили выйти на балконы, где и стали очевидцами случившегося. Ударила молния и сразу вспыхнула. То есть от удара молнии, видать, что-то в них замкнуло или что-то там на кухне. Я еще дочери говорю, молния, говорю, очень сильно, говорю, метнула, что-то горит, потому что у нас телевизоры выключились. А она говорит, такого, говорит, не бывает. Соседи вызвали пожарных и скорую, только помощь последних не понадобилась. В квартире никого не было. Летом семья живет за городом, объясняют соседи. Запасных ключей никому не оставляют, поэтому и попасть в горящую квартиру пожарным удалось не сразу. По лестнице, вон, я смотрю, поднялись через окно, потому что из окна было видно, как горит кухня. Справиться с огнем пожарным удалось довольно быстро, но квартира сильно обгорела. Теперь пожарным дознавателям предстоит разобраться, почему в многоэтажном доме не сработал молниеотвод. Лисан Забирова, Динара Камалова, Константин Бушуев, «Вызов 112». Вспыхнула, как спичка, прямо во время движения. «Лада» 10-й модели загорелась на ходу минувшим вечером недалеко от озера Лебяжье. За считанные минуты пламя полностью охватило салон отечественного автомобиля. В результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры успели покинуть горящий транспорт. Машина восстановлению не подлежит. Втерся в доверие, а потом ограбил. Автоинспекторы задержали на трассе Казань-Ульяновск молодого человека, подозреваемого в совершении преступления. По версии следствия, он под видом продавца предложил пенсионерке посуду по очень доступной цене. Пожилая женщина согласилась на покупку, что и стало ошибкой. Сергей Хайдаров узнал все детали. Как в Казани оказался? Проездом ехал. Куда ехал? Волгоград. На вопросы сотрудников полиции этот молодой человек отвечает спокойно и без лишнего волнения. Все это несмотря на то, что буквально пару часов назад на его руках защелкнулись наручники. И теперь этому 19-летнему парню грозит лишение свободы. В отдел полиции 70-летняя жительница Кировского района Казани обратилась 15 июля. Сказала, что ее ограбили. Совместно с потерпевшей полицейским удалось быстро восстановить картину преступления. Оказалось, что возле подъезда жилого дома, где проживает потерпевшая, к ней подошли два молодых человека и предложили купить качественную посуду по низкой цене. Предложение пенсионерку устроило, и она с одним из незнакомцев поднялась в квартиру для того, чтобы отдать деньги. В момент, когда она пересчитывала купюры, молодой человек вырвал кошелек, в котором находилось порядка 95 тысяч рублей, и убежал. Пенсионерка попыталась догнать злоумышленника, но тот скрылся на автомобиле. Запомнив приметы молодого человека, а также его транспортное средство, она отправилась в ближайший отдел полиции, где рассказала о случившемся. Подозреваемый был задержан сотрудниками автоинспекции спустя несколько часов на трассе Казань-Ульяновск. В ходе допроса 19-летний задержанный признался в совершении данного преступления. Также у него сотрудники полиции обнаружили и изъяли всю сумму похищенных денежных средств. Сейчас молодой человек находится под арестом. Теперь подозреваемому грозит до 4 лет лишения свободы. Сергей Хайдаров, Константин Бушуев, «Вызов 112». Серьезная авария произошла сегодня днем на пересечении улиц Тази-Гизата и Бурхана Шахиди. На середине перекрестка столкнулись Ford Fusion и грузовик. Удар был такой силы, что у отечественного автомобиля сработали подушки безопасности. Сам водитель серьезных травм не получил, но заявил о своем плохом самочувствии. Свою вину никто из участников аварии так и не признал. Минувшей ночью в Татарстане произошло 3 ДТП с участием лосей. В Азнакаевском районе, на автотрассе Альметьевск-Джалиль и в Казани. Во всех случаях животные погибли. Почему сахатые чаще стали выходить на дорогу, расскажут мои коллеги.
Один сахатый погиб в Казани, когда субботним вечером переходил трассу на Оренбургском тракте возле РКБ. Лося сшибла «Лада», которой управляла женщина. Автоледи и ее семья, находившиеся в салоне, отделались испугом. Ущерб, нанесенный природе, возместит автостраховщик. Стоит отметить, что на Оренбургском тракте довольно часто в темное время суток сбивают диких животных. Рядом со скоростной трассой расположены лесные массивы. На трассе Азнакаево-Тумутук лесного великана сбил автомобиль Kia. После удара о лобовое стекло животное упало на обочину. У Сахатова диагностированы открытый перелом ноги и раны на брюхе, несовместимые с жизнью. Аналогичный случай произошел на трассе Альметьевск-Джалили. Личность водителя, совершившего наезд, устанавливается. Между тем, очевидцы выложили в соцсети фотографии с мертвым лосем, лежащим в крови на асфальте. В первом полугодии этого года на дорогах Татарстана погибли 9 лосей, 3 кабана, 11 косуль. В основном молодняк. Водителей просят быть внимательнее. На дорогах у леса, полей подсолнечника и кукурузы. Как раз сейчас подросли кабанята, лосята и медвежата. Они начали вести более подвижный образ жизни, перебегать с дороги в поисках корма. Равиль Шайдулин, вызов 112. На улице Калинина столкнулись «Лада» 10-й модели и «Шкода Рапид». Долго выясняли, кто виноват. В итоге один из участников все-таки признал, что нарушил правила. Свидетелем признания стала Альбина Асылгараева. На зеленый поехали. Тут орел. На красный двигались они. Настроение этого мужчины сегодня явно испорчено. Он рассказал, как никуда не торопясь ехал по своим делам. Правил не нарушал и на перекрестке улиц Калинина и проспекта Универсиады, дождавшись зеленого сигнала, вновь продолжил движение. После чего в переднюю часть его автомобиля на скорости влетела «Шкода Рапид» с номерами Республики Марий-Эл. Двинулся на зеленый свет. А он откуда двигался? А он ехал по отсюда проспекту Универсиады, да. На красный свет вылетел как раз в середине уже. Водитель этой «десятки» уверен, что в аварии виноват гость из соседней республики. Этого не отрицает и сам водитель «Шкоды». После долгих расспросов молодой человек все-таки признал свою вину. На красный, что ли, проехали? Так получается? Да, не успел тормозить. Теперь разбираться в ситуации предстоит сотрудникам автоинспекции. Альбина Асылгараева, Сергей Хайдаров, Константин Бушуев. Вызов 112. Вместо отдыха потрепанные нервы, а вместо денег судебные разбирательства. Вахитовский районный суд Казани вынес приговор в отношении бывшей сотрудницы турагентства Алины Глуховой. Напомним, женщина обвиняется в мошенничестве на общую сумму 5 миллионов 800 тысяч рублей. С зала суда репортаж Айрата Назипова. Вместо отдыха в солнечных странах потерпевшие вынуждены скитаться по залам суда. 35 человек обратились в полицию после того, как поняли, что их поездку придется отложить до лучших времен. Тому виной считают действия Алины Глуховой, бывшей сотрудницы турагентства «Аврора». Женщина, по версии гособвинения, присвоила себе свыше 5 миллионов рублей. Потерпевшие, не подозревая о истинных преступных намерениях Глуховой, передавали последние денежные средства в качестве оплаты туристических туров. Среди потерпевших оказались не только постоянные клиенты, но и даже знакомые подсудимые. Во время прений недели ранее многие обманутые люди попросили суд о максимально строгом наказании для подсудимой. Где-то в течение 2 месяцев подсудимая просто водила за нос, кормила обещаниями. У меня не такая большая зарплата, чтобы я могла раздаривать кому угодно такие деньги. Это будет справедливо, если человек, который совершил такое преступление, получит по заслугам. В свою очередь, Глухова уверяла, что умысла присваивать деньги у нее не было. Говорит, вину признает только в том, что неправильно вела бизнес. В случае, если суд посчитает возможным назначить мне наказание условно, меня готовы взять на хорошую зарплату, где основную часть, большую часть, я буду отправлять и потерпевшим. Приняв во внимание все сведения, суд вынес приговор. Алина Глухова проведет следующие 3 года и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. К слову, она проходит свидетелем по делу бывшего начальника колонии ИК-19 Алмаза Тазеева. Айрат Назипов, Рамзиль Гарипов, вызов 112. Группа неизвестных устроила погром в ночном клубе «Бугульмы». Инцидент произошел в первый же день работы заведения. Издание КЗН Лайф опубликовало видеозапись, на которой запечатлены около 20 молодых людей, ворвавшихся в клуб. Они сломали часть предметов мебели и кальяны. Правоохранители установили личности 5 погромщиков. Ведется доследственная проверка. Владельцы оценивают ущерб в 100 тысяч рублей. Напомним, что в Казани весной группа молодых людей устроила погром в торговом центре «Алтын». В последний раз защита объяснила нападение тем, что погромщики вступились за инвалида. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.